Из трубы шпарит дым, вон как. Ветер юго-западный сейчас. И чуть-чуть вот тайга уже начала гудеть. К вечеру ветер поднимается, видно тучи придут. Вот смотрите, какое полено у меня. Ну, это остатки, сломалось одно полено. И там еще 4 полена осталось. Это уже в следующий раз. Короче, несколько раз я вот такие бревнышки с поленами готовыми я отнес уже. Вот такая лыжня у меня. Вот 3-й раз, наверное, уже пришел. Заодно еще утеплил нижние венцы, раскидал снег, чтобы в избушке теплее стало. Ну, много кидать не буду, потому что вон сверху, с крыши я буду раскидывать все и закроется до половины окошечка, там вообще все завалим снегом. Это обязательно надо перед тем, как уйти, сделать эту работу. Так, ну что еще? Как мы видели, я 1 раз сходил за водой, еще придется 1 раз сходить. И тут, вот, смотрите, сколько дров я заготовил. Но это сырые дрова. Сырые дрова, это чтобы я буду сейчас топить этими дровами, чтобы, ну, они полусухие, полусырые, но они хорошо будут гореть на углях. И на ночь еще вот такие большие чурки я, можно сказать, всю ночь, наверное, пусть будет гореть печка дрова, и пусть тепло даст. Хорошенько надо нагреть избушку, потому что вон еще снег не растаял, ничего еще. Но запах избы уже как бы чувствуется, уже тепло. Я сейчас уже не замерзну здесь. Мне уже чуть-чуть такой, я не знаю сколько градусов, может 0 тут получилось, но долго греется эта кирпичная печка. Уже 2 раза закидывал сюда дрова сухие, и чайник еще не закипело, понимаете? Вот в чем проблема. Но если полностью нагреется изба, если неделю тут жить, конечно, кирпичная печка намного лучше. И заготовил вот это сухие дрова. Сухие дрова, как вы видели, также показал, как я заготовил. Осенью я оставлял такие комли, распиленные уже. А сейчас вот они мне пригодились. Здесь я такую поленницу сделал. Пусть подсохнет, и завтра с утра я буду затапливать печку, и вечером, с утра. Ну, дров, конечно, дофига уходит сейчас зимой, очень много. И все время надо готовить. Надо, думаю, где-то вот тут такие чурки, но это тоже плохие дровышки, там полусухие, полусырые. И здесь у меня навес, вот. Если я на буране приеду, может еще я буду таскать дрова, запас дров, может здесь сделать под навесом такие поленницу, половину можно поленницу. Я этот навес сделал для удобства, для себя, заниматься своим бытом, там рыбу чистить, птицу там чистить, внутренностью убирать у буровой дичи. И тут столик. Тут столик, 2 сиденья, ну это уже не раз вы видели, из подписчиков, кто смотрит. И чтобы чай пить, скажем, здесь. Но редко, когда я сюда выхожу, очень редко. Потому что, я не знаю, я все время в избе там чай пью, отдыхаю. Вот. Время летит, конечно, быстро. Сейчас я еще чаек не попил. Все еще в делах был, все занимался заготовкой дров, и уже, как и говорил, про все я уже рассказывал. Вот так. А сейчас я, наверное, буду, в принципе, дрова заготовил. Можно еще 1 раз сходить, там сырые дрова. Все равно эти дрова у меня сегодня еще уйдут. Прежде чем у меня нагреется изба. Очень долго греется. Этот матрас
тоже как-то говорил, из этот фольга лонли, фольга изолон, что я брал. Я имел в виду, сюда я еще матрас постелю, а под матрас хотел вот это фольга изолан или что там постелить. Потому что вот этот матрас очень долго не нагреется. Я, наверное, сейчас я возьму этот матрас и сюда куда-нибудь поставлю, так боком, чтобы от печки нагрелась. Снизу там еще второй матрас. И знаете, вот первую ночь, когда я сплю, хоть и на одеяле, там второй матрас, как и говорил, у меня будет еще сверху. Ну, одеяло такое. И первую ночь я как будто на льду сплю. И на организм это все, конечно, влияет. Там воспаление всякое. Короче, нехорошо. Вот. Ну что, будем ждать, пока закипит чай. А сейчас я, наверное, разберу рюкзак и попью с термоса чаек. Очень хочется уже попить. Вот такие делишки. Ну, тут на столе все порядок. Ни одного говна я не наблюдаю. Нету ничего. Мыши не могут лезть через этот, как сказать, для новичков, из подписчиков. Вот я осенью прибил сюда эти, от бутылки, полторашки эти, пластик. И, короче, они не могут на стол подниматься. Вот. Где-то через час, наверное, начнет стоять этот иней. Где-то с полсантиметра толщиной иней тут. Как и говорил, сегодня рюкзак очень тяжелый у меня получился. Термос литр там был воды. Тут у меня нужные вещи тоже. Здесь еда. Это еда. Едым. Тут положено. В сторону сразу отложим. Так, перчатки с телефоном тоже туда. Макароны ролл там взял. Варить буду, не повербанк. Такие сушки, наверное, сушки называются. Очень вкусные, там хрустящие. Чай буду пить этими сушками. Буду семечки грызть. Пачку семечки взял. Пакет. Ну, без этого никак. Хотел уже вообще не брать. Ну, взял еще. Так, гречка. Тут у меня закончилась. Консервы. Консервы 3 банки. Ну, голодать не будем. Консервы тоже. Это на полу пускай будет. Так. Пачковый суп взял, но картошки я не взял. Конфеты немножко. Картошки там 30 градусов мороза замерзнет. Но не так. Так, ну и тут хлеб. Так. Этим. Так, эти вещи я тут оставлю. Тут все мне пригодится завтра. Так. Хлеб у меня тут. Радио. Так, 2,5 буханки хлеба взял. Пускай будет. Вот так. Сейчас будем пить чаек.
Здесь у меня колбаса. Очень вкусная тоже, полукопченая. Ну и сало. Сало тоже, наверное, думаю, рюкзак. Второй рюкзак возьму. Так, на улицу, чудем. Ну все. Короче, обычный стандартный набор продуктов, которые я таскаю. Крупа, конфеты, ну, песок, сахарный песок, все у меня есть еще в избушке. Чай есть, все есть. И самое основное, надо было принести мне хлеб и гречку с макаронами. Консервы тоже есть. С голоду не помрем. Очень много еды. Я думаю, даже останется половина. Все, короче, пью чай. Надо попить чаек. Чай закипел, и в кастрюле вода тоже закипела. Хотел заварить чай, ребят. Смотрите, какая картина тут у меня. Старый чайник заварочный, смотрите. Заварка там. Это моя оплошность или кто-то был здесь после меня? Но не должно. Наверное, я все-таки сам я оставил заварку. Забыл я вылить отсюда, вычистить эту заварку. И пока он ледяной, лед там, ну, подождем, как растает, заварим, все равно печка будет топиться. А сейчас разовым пакетиком чай попью. И, наверное, думаю, что-то надо сварить. Уже захотелось покушать. Второй раз уже снимаю, ребята. Я сейчас поболтал немножко, минут 10, наверное, а там все рассказывал, что-то говорил. И глюк у меня, оказывается, был на видеокамере, и видеосъемка остановилась. А о чем я говорил? В общем, я пью чай сейчас с ушками. Вот заварил свежий чаек заварил. И долго сидеть никак не получается, потому что стул холодный. Свежий чаек заварил, разовый чай. Чайник там, заварка, пока не готово, не растаял там. И я еще дополнительно заварил бич-пакет один с колбасой, так сделал супчик и покушал. И пока варить ничего не буду. Успеем, все успеем. Первоначально мне надо сходить еще к речке, проверить переправу. Ну, на завтра приготовиться. И я думаю, завтра схожу строго на север куда-нибудь. Потому что там более-менее как-то надежда есть, что кого-то я увижу. Или же удастся пострелить или поснимать, я не знаю. А хочется сходить на север. В южную сторону как-нибудь другой раз. Вот. Ну, что еще? Силы, конечно, у меня еще на сегодня, ну и сегодня я еще пока не устал. И сколько там от Бурана, наверное, где-то километров 15 до сюда. Напрямик. У меня своя тропинка, я более-менее раньше искал там, где бы срезать, где самый короткий путь себе я сделал, и получилось примерно 15 километров от Бурана на Буране еще. Если без Бурана, конечно, дольше надо идти, а с Бураном полпути я проехал, а потом уже пешком. За речи не хотелось сегодня на Буране переправиться, потому что, знаете, вода малеть. И сейчас я за водой сходил. Смотрите, как у меня сейчас, какая обстановка. Здесь у меня одеяло, все тоже греется от печки, и матрас там греется.
этот раз греется. Сходил я за водой, и на озере где-то выше колена снега, и под снегом сантиметров 20, наверное, наледь, конкретно наледь там. Если в такие места на лыжах попадешь или же на буране это все смерть. Там, в одиночку там, если нету еще топора, гиблое дело. Я попадал в такие ситуации, тяжело в одиночку. И после таких случаев я всегда проверяю перед тем, как куда-то заехать. Сегодня вот разворачивался, я тоже, там старая бураница какая-то была, и на этой буранице так, коротенько так. Если в целину дальше заедешь, может и утонешь там в снег. Знаете, какой глубокий сейчас я сам удивлен. Вот здесь вот я ходил сейчас, вот дрова заготавливал, снега очень много, тут очень много. И в таких ситуациях там буран, если сядет, знаете, сколько копаться приходится, окапывать. Такие дела. Ладно, сейчас я, наверное, схожу к речке, пока не стемнело. Схожу к речке, закину еще дрова, и пусть пока топится, еще греется. Но очень долго нагревается избушка кирпичной печкой. Вот. А там уже вечером буду готовить ужин, и может еще что-нибудь расскажу. Вот такие дела. Я наелся пока мне ничего не надо. Чай попил. Пакет съел с колбасой. Там, ну, пока на скорую руку такую пищу для себя приготовил. И все. Вот такие делишки. Ну что, ребята, я уже начал, чтобы время зря не терять, убираю снег с беседки. Потому что в прошлом году из-за того, что я не приезжал сюда, не убирал этот снег, у меня беседка свалилась и пришлось по-новому все строить. Ну, в принципе, я за день все успел, все сделал. А в этом году я пришел и сразу же буду я убирать. Вон сейчас вечереет и начинается снежок, такой снегопад. И ветер поднимается вот такой. О, как шатает все. Погода меняется. Ветер тоже все время крутит туда-сюда. Непонятно откуда дует сегодня. Но в основном с южной стороны. Вон как дым идет.
Вот такие дела. Ну, снега, конечно, снег утрамбовался. Ну, природа сама трамбует, блин, так еле-еле лопата это, утыкается. Прям как цемент. А вот весной все это отсыреет, и она намного тяжелее становится. Из-за этого крыши не выдерживает. Вон сколько снега. Видели? Как гриб. И там вообще больше. Там, о как. Очень много. Ладно. Кругом у меня лыжня. Одна лыжня за водой. К речке сходил там. Переходил 3 раза на речку. И лыжи не доходят до наледи. А под снегом вода. Палку воткаешь, и там уже все, вода полная, где-то сантиметров 10 даже на льду воды. Вот так. А я пока есть время, я поработаю, чем в избушке сидеть.